Пробовали губадью задекларировать, да, одна губадья 18 тысяч рублей. Так несладко сейчас приходится кондитеру Зульфие Файзрахмановой. Женщина зарегистрировалась самозанятой, но оказалось, нормативные надзорные правила рассчитаны на крупные производства, и она, мелкий производитель, даже будучи самозанятым, все равно вне закона. Роспотребнадзор сейчас к нам очень лояльно относится, но надо понимать, что если нас станет очень много, по-любому за это возьмутся, и поэтому, даже если не возьмутся, понимаете, для нашего спокойствия, для безопасности, опять-таки, клиентов, нам должны сделать нормы, чтобы мы знали, что с нас требуется. Свою проблему женщина сегодня озвучила на Совете по предпринимательству. Как ответил Рустам Миниханов, для таких производителей нужно расписать отдельные правила. Надо получить соответствующие документы, чтобы спокойно они работали. К этому подключат депутатов Госдумы. Иначе, как отметил федеральный эксперт Геннадий Онищенко, самозанятых их недоброжелатели и конкуренты могут запросто подвести под статью. Кто-то накатает на вас жалобу, инициированный, и ваш торт еще скажет, а где технический регламент на сам торт, полностью ингредиенты, и привлекут вас по закону о защите прав потребителей. Декоратор Алия Хурматова напоролась на другую проблему. Самозанятые по факту не могут участвовать в госзакупках, а без такого тендера даже невозможно украсть утренник в садике. На бирже торговли мы сейчас присутствуем, но под нас тендеров сейчас там нет, как под оформителей. То есть там торгуются закупщики бетона, вода, да, строители. А вот оформительских декораторов там нет, как и любого, в принципе, хендмейда. Самозанятых там нет вообще. Эта проблема тоже решаема. Для самозанятых обещали продумать квоты в госзакупках. Как-то мы, наверное, какие-то механизмы можем разработать для того, чтобы самозанятые тоже могли принять участие в тех или иных тендерных процедурах. Еще одна неоднозначная ситуация – наем самозанятых юрлицами. Это могут счесть трудовыми отношениями и уклонением от налогов. И тут опять нужно четкое разъяснение от федералов. Если есть необходимость какого-то все-таки там изменения трактовок или введения каких-то новых правил, то мы обратимся в Верховный суд с просьбой дать изменить эти разъяснения, дать более точные разъяснения по этому поводу. Сейчас в Татарстане самозанятыми зарегистрировались около 4000 человек. Чтобы люди не боялись, предложили лучше объяснять суть статуса и создать ассоциацию самозанятых. Решение же многих недоработок новшества уходит в федеральный центр. Туда Татарстан будет активно обращаться. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.